Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а таксама праз наш канал на YouTube. Літаральна, відаць, ужо 3 гадзіны таму скончылася, 2,5 гадзіны таму скончылася пасланне Александра Лукашэнкі парламенту і беларускаму народу па традыцыі ўжо, якая нават складаецца з некалькіх серый пасля таго, як Лукашенко прадпрымае такія доўгія спічы, да, і доўга размаўляе з кім бы то ні было, з журналістамі, з парламентарамі, з простымі людзьмі. Мы з Сергеем Чалам сустракаемся о 3 гадзіне ў студыі Еўрарадыё і абмяркоўваем, як звычайна, эканамічны блок, а звычайна і шырэй гэтая размова адбываецца. Прывітанне, Сергей. Па-першае, першае, што я хачу зазначыць, самая фраза, якая запомнілася мне, адна з першых фраз, якую Лукашенко сказаў у эканамічным блоке: загуляліся ў рынок і дэмакратыю ў эканоміцы. Дэмакратыю ў эканоміцы, гэта фраза была, прызначалася ўраду. Повторяю апошний раз. Повторяю апошний раз. Это ладно? Там 2 фразы, строго говоря, было. Одна — это заигрались в рынок, а второе — это когда было про сельское хозяйство, а никакой болтовни и демократии. Карацей, дэмакратыі дасталося 2 разы, да. Загуляліся 1 раз. Што это значыць? Пра загуляліся ў рынок і дэмакратыю ён сказаў, калі размаўляў пра кошты. Да, калі казаў, што кошты мусяць быць такімі, каб людзям яны не казаліся вялікімі. У першы раз, у прынцыпе, я пачуў ад Александра Лукашэнкі: інфляцыя, якую вымірае Міністэрства эканомікі, адрозніваецца ад той інфляцыі, якую адчуваюць люди. Конечно же, от Нацбанка это услышал, они многократно об этом говорили, это их большой давний тезис о том, что надо бороться не столько с инфляцией, сколько инфляционными ожиданиями, которые традиционно выше, примерно раза в 2, и слабо очень снижаются, слабо поддаются управлению, в отличие от инфляции, которые все-таки уже научились управлять, да, держать под контролем. И поэтому они это использовали многократно в разговоре, в докладах с ним, в том числе для того, чтобы менять там и свой статус, и полномочия, и так далее. Но, видимо, наконец запомнил, и вот об этом... Тады я нічога не разумею. З аднаго боку, Александр Лукашенко повторяе словы Нацбанк. З іншого боку, він каже, загулялися у ринок і демократика. Хто загулявся? Нацбанк. И загулялся. Урад загулялся. Нет. Это все предельно все просто. Значит, на самом деле фраза насчет «заигрались в демократию», в рынок, это, несомненно, было отсебятина. А если смотреть на тот текст, который был подготовлен, то он, в принципе, внутренне вполне логичен. Да? То есть там шла речь о том, что цены – это то, что очень чувствительно для людей, о том, что действительно существует психологическое восприятие инфляции, потому что люди смотрят за важными для них позициями, а не за всей корзиной. Она меньше. Было предложено, в принципе, то, что уже реализуется профсоюзам и кому-то там еще следить именно за изменением цен, в отличие от Белстата, вот этими, и каким-то образом реагировать. И в качестве инструмента борьбы с инфляцией, значит, возможен ценовой контроль, но только таким образом, чтобы это не повлияло на рентабельность производителей, чтобы не пропали товары с рынка. А в качестве инструмента ценового контроля будет использоваться антимонопольные практики, на которых настаивает борьба с монополизмом и развитие конкуренции, на которых настаивает МАРТ. То есть, в принципе, все логично. МАРТ, до речі, був абсолютно побач там згаданий. І ось цікава околічність. Лукашенко сказав, Міністерство экономичного развития, и он сказал, так у нас это министерство не называется, называется Министерство экономики, зато оно так называется у России. І мне здаецца, што гэта якраз такі прыкмета таго, што ён такі сапраўды гэтыя словы браў са сваёй свядомасці, з галавы, а не з паперкі, якая там была напісаная. Таму што, натуральна, яму б не напісалі Міністэрства эканамічнага развіцця. Я просто к тому, что
как бы в качестве инструмента борьбы с ценами, затем после его фразы последовал разговор о том, что нужно увеличивать конкуренцию и бороться с монополизмом. То есть это, в принципе, совершенно нормальная логика. И понятно, что фраза, значит, заигрались в рынок, это было совсем не как non-sequitur, совсем фраза, не вытекающая из этой логики. Это было нечто от души. Вот, Ну как добра, бы. а вот змаганне з манапалізмам гэта ў Беларусі супраць каго? У нас ёсць манаполіі, дзяржаўныя манаполіі, якія Естественные імі і монополии. застануцца. Ну, Да. Белтелеком. Белтелеком, там, Big Cloud. Ты же видишь, к чему это приводит в итоге? да, с 4G Когда не да? дают с Выкручивать оператором руки самим, и и- мы вместо этого получаем такой 4G, который медленнее, чем 3. Ну, вот, как бы это пример, да? Услуги почты, услуги перевозчиков, Чыгунка. например, значит, Я имею на увазі пассажирские плюс перевозки. еще так называемый региональный монополизм, это когда идет протекционизм на уровне губернаторов областей, да, молочку продаем только тут, а чужую, значит, нам завозить нельзя. Вот это крайне вредная вещь, которая действительно приводит к тому, что розничные цены оказываются выше на вот эти товары, чем могло быть. И они сами себе уже, март, эту задачу поставили, это все абсолютно нормально и логично. Вот. У них у них большущая программа, которая называется программа развития конкуренции или даже создания конкурентных рынков, ну, там, где их не было. Вот. Но мне и так здаецца, далее. што самае галоўнае, што людзі заўважаюць в плане коштаў, гэта кошты на прадукты Ну, он же про харчавання. это в сущности и Да, говорил, да. і тут у нас манаполія ўсім вядомая. У краіне ну, ёсць розныя сеткі, але ёсць адна, якая дамінуе, наколькі я ведаю, самы буйны зараз працадаўца ў Беларусі, гэта сетка крамаў Еўраопт. Яна дэ-факта як бы, ну, ніхто яе не пазіцыянуе як манаполію, але ну, ёсць такое адчуванне, да, што гэта Еўраопт паўсюль. Вось гэта выказванне Александра Лукашэнкі. Свою рыночную силу немножко по другим способом использует. Она скорее выкручивает руки поставщикам. Ну так, выгодные поставки. Чем выкручивает, Кишэні людзям. Они немножко с другой стороны работают. То бок, у прынцыпе, да такой сеткі, як Еўраопт, тады прэтэнзій не будзе. Я просто думаю... Нет, были, и будут. Но это просто с другой стороны, люди этого не видят. Да, ну не пасля слова Лукашэнкі пра тое, што трэба змагацца з манаполіямі, бо якраз Еўраопт у гэтым плане, ну да, гэта сетка, якая вядомая як, у прынцыпе, адна з самых танных. Вот я просто думаю, до кого после этих слов про монополии могут быть реально. Да нет, я думаю, претензии. что здесь ничего не поменяется. Здесь просто это именно сам Март написал себе то, что он хочет в качестве поручения в этом послании, и дальше будет исполняться эта программа. Это совершенно нормальная ситуация. И Нацбанк, в сущности, написал себе то же самое. И у меня была когда-то догадка, что сотрудничество Марта и Нацбанка по борьбе с инфляцией может привести к инструментам прямого ценового контроля под видом антимонопольных практик. Ну, например, у нас выросли цены на курятину, да, и тут же, значит, Март заявил, что мы проводим антимонопольное расследование, чтобы разобраться, нет ли в этом ценового сговора. Вот. Ну, то есть, и похоже, что эти инструменты, скорее всего, использоваться будут. Да рэчы, наконт Нацбанка жартуюць наши слухачы і гледачы. Прыгадалі цытату про гараж, склад валюты. Если бы Калаур зашел, он бы с ума сошел, у него столько в Нацбанке нет. Всім адразу стало зразумела про стан золотавалютных резерваў у Нацбанке. Ну, натуральна, гэта жарт, золотавалютные резервы, наколькі я разумею, коррупцию толькі растуць. Да, это про коррупцию в медицине. Мы памятаем усе кадры следчего комитета, где слоики с закатки, да, на верхней полочке, а на нижней 620 тысяч долларов. Ну, там, это, конечно, ужасная картинка, просто свидетельство, так сказать, финансовой грамотности тех, кто эти деньги брал. Вяртаемся до эканамічнага блоку. Реформы. Про реформы было пытанне... Знаешь, можно я вот сам немножко скажу? Вот меня что поразило, то, что первая часть, где косвенно он касался экономики, она была написана, как если бы это было выступление предвыборное оппозиционного кандидата.
Что-то у нас затянулась модернизация. Хорошо бы ее побыстрее сделать. Ну, не зусім так. Что-то у нас, результаты этой модернизации не всегда хороши. Да, Там все ж таки было сказано, что у нас з'явілася до холеры это новых понятно, вытворчасцей это у понятно. розных Но сферах. я просто... А вот 3 прадпрыемствы былі канкрэтна названыя, мяркуючы па ўсім, шклоўскі папяровы завод, это боль ЦКК асабісты, Светлогорский. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и Добрская, так само папяровая фабрика. Ну, они Герой все труда. связаны одним и тем же проектом. по Один и сути. тот же модернизационный Да. проект, нечто пробуксовое. Ну, то есть, по сути, речь шла такая о том, что, значит, что-то у нас задержалась модернизация, И тут. ее нужно завершить. Да. Что-то у нас, значит, результаты этой модернизации не хороши, требует правительства обеспечить прибыльную работу этих предприятий. Значит, что-то у нас цены растут, требую обеспечить их, значит, отсутствие роста. Что-то у нас пенсии низкие, требую обеспечить процент к зарплате. Что-то у нас зарплаты низкие, требую обеспечить хотя бы $500, Ну, да. а потом при желании там... Подтягивать да тых, ты- хто мае да. там. То До есть- речі, мені так само сподобалося. Я Понимаешь, там- то есть вот это был стиль из серии там «Пойди туда, не знаю куда». То есть, ну вот, Ну, сделайте. Да, мне, короче. сделайте А мне. чего вы не делаете? Именно. Вот это вот. потому что у него же давно уже присутствует такой риторический прием, суть которого в том, что на уровне президента все решения приняты. Исполняйте. Что вам мешает? Да? То есть почему вы не делаете? И постоянно шла речь о том, что ну это же так легко. Да? Вот почему вы до сих пор не обеспечили прибыльную работу будущих предприятий? Ну, как бы. Все ж таки давай хацеў я нешта прыгадаць нейкую цытату, да, про тое, чым, як лічыць Александр Лукашенко, беларусы могуць дазарабіць сабе грошы. Было згадана Малый и средний бизнес развития. там было чысціць абутак. Там было, што бедная выхавацелька дзіцячага садка, яна ж не можа месяц. дазарабіць, як Да, усе астатнія, да. чысціць абутак ці рамантаваць аўтамабіль. Ну, вельмі цікавыя прыклады, канешне, нават заходнія такія, таму што вось гэты чысцільшчык абутку на вуліцы — это адзін з сімвалаў ну вось таго, як ты пачынаеш знізу і в будучыні, магчыма, там недзе ёсць. Пра рэформу ўсё ж такі я хацеў бы запытацца, да, прагучала некалькі разоў пра тое, што Беларусь, ну прынамсі два, пра тое, што Беларусь па-ранейшаму будзе рабіць стаўку на буйныя прадпрыемствы. І што Беларусь не будзе іх акцыянаваць, нейкім чынам прадаваць. Гэта прагучала, ну, за 30 мільярдаў беларускалі, это, в прынцыпе, старая Там что-то как-то песня. растет. Было раньше 20, потом 22, сейчас уже 30. Ну, окей, мне здаецца, і 32 уже было. Ну, 30, карцей названая лічба, вот, Да, вот да. такая вот лічба, да? Вось, то бок это означае... А на наўпростае пытанне, дык давайте пачнем праводзіць рэформы, і он сказал, я готов Вы же их праводзіць не тыя выдержите, рэформы, да. якія вы вытрымаеце. Да. Показываем мне гукарэжысёр, што засталася 1 хвіліна у нас да перапынку. Ну, І мне тогда здаецца, што... задавай вопрос, а потом мы на него ответим. Вось давайте мы наступную частку эфира пачнем з адказу на пытанне пра рэформы. Вось што прагучала, якія можна Хорошо. зрабіць меркаванні пра гэта. Сергей Чалы ў студыі Еўрарадыё. Мы абмяркоўваем пасланне Александра Лукашэнкі, якое гучала сёння з 10:30 до 12:30, недзе 2 гадзіны, а праз 4 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыё. Не пераключайцеся. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Техниками расклады вабять, вось алкоголиков свойские пыски. Як зимовать яму стрэмна, мабыць, без кахання і без
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Хто паспрабуе знішчыць Беларусь, атрымае наймагутнейшы адказ, заявіў Александр Лукашенко падчас паслання да народу і парламенту. Падчас размовы ён згадаў пра тое, што Беларусь збіраюцца некуды ўключыць. Ён сказаў, што сёння гэта зрабіць немагчыма. Гэтая заява была сустрэта першымі за час паслання апладысментамі. Тэлекамера паказала вельмі эмацыйную рэакцыю на гэтую заяву дэпутата з Магілёва Ігара Марзалюка. Ён вельмі актыўна ківаў галавою. Між іншага, Александр Лукашенко выказаўся і пра цэны. Яны павінны быць прымальнымі для людзей, паставіў задачу Александр Лукашенко і ўжо не ўпершыню. Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин – заигрались в рынок и демократию в экономике. Я повторяю последний раз правительству, цены должны быть приемлемыми. Заявіў Лукашенко, няясна, куды будзем рухацца, ці варта чакаць абяцаных па 500, якія эканамічныя пытанні былі не агучаныя ў пасланні на гэтае ды іншае пытанне. Проста цяпер у жывым эфіры Еўрарадыё адказвае эканаміст Сергей Чала. Адразу пасля гэтага выпуску навінаў вы можаце паслухаць адказы на пытанні. 20 красавіка ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'я, мясцовыя дажджы, пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны, ўначы да +6, удзень да +18. У суботу ды ў нядзелю кароткачасовыя дажджы пройдуць па большай частцы тэрыторыі краіны. І вецер будзе парывісты, але не надта моцны. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Незалежны аналітык Сергей Чалы сёння нашым госцем. Яшчэ раз прывітанне, Сергей. Мы абмяркоўваем пасланне Александра Лукашэнкі, якое прагучала раніцай 19 красавіка. Мы абяцалі пачаць пытанне пра рэформы, якое я паспеў задаць, але на якое Сергей не паспеў адказаць. Сергей. Смысл же в том, что, как я уже рассказывал, по-моему, после большого разговора, да, то есть нынешнее настроение президента связано с тем, что он главным образом, вот заметьте, кстати, и даже послание было, ведь, хотя несмотря на то, что это ежегодная штука, да, он говорил не о будущем на год, он говорил о проделанной работе за 25 лет. Если бы не он, то там все эти крупные промышленные предприятия прекратили бы свое существование, благодаря ему он их там поддержал, развил и там так далее. Вот. И поэтому трогать их не надо, потому что если мы сейчас начнем это все реформировать, то как бы тщетно все то, что мы делали предыдущие 25 лет, а мы же не можем признать, что там была совершена ошибка, правильно? Поэтому... Такий ретроспективный погляд. Абсолютно. И поэтому вот там же, кстати, прозвучала эта фраза, что Беларусь страна индустриальная, то есть не постиндустриальная. Какой идти к чертям? Мы индустриальная страна. Але при этом ад новых вытворчасцяў мы у тым же адказе Канапацкай стварайце нам вытворчасці товару пятого поколения. Ну это же опять было из серии «Сделайте мне». Ну да, да. Хочется, вот хочу я чудо. Не против. Давайте, да, хочу чудо. Пятого поколения. Сделайте новые товары и новое производство. На МАЗе и на... Ну, когда про IT шел разговор, что они должны быть... Это же тоже его любимая тема, что все те провалы, которые были, либо с колхозами, либо с предприятиями, давайте мы их кому-нибудь значит, пристегнем. Романчуку ли, МТЗ ли, Конопадской вот можно предложить, да, ну то есть вот как бы возьмите... Айтишникам можно пропоновать. Айтишникам, да. Другим. Да. Как бы возьмите шефство. Вот. То бишь речь идет о том, что, конечно, идея серьезных структурных изменений ему чужда совершенно. Представление о том, что многие предприятия убыточные именно потому, что они подвергались этой модернизации, которая не имеет шансов вернуть те деньги, которые на них потрачены. Это же как раз история вся этого Светлогорского ЦКК, включая все эти газетные и картонные производства, которые после этого получаются. Вот, потому что безумное совершенно по объемам производства. Кредитные ресурсы тратятся гигантские, уже давно предприятие, по сути, по текущим показателям банкрот, и тем не менее продолжает это все делать. Поэтому представление о том, что это результат каких-то системных ошибок, которые нужно исправлять системно, а не просто
ну, я же все сделал, а теперь сделайте мне, чтобы они стали прибыльными. Да, то есть вот этого представления нету. И, конечно, в этой логике никаких структурных изменений не возникает. То есть это все частные вопросы. Ну, вот есть несколько только предприятий, которые, значит, вот надо бы кому-нибудь поручить. Вот и все. Вось дагартаў я да цытаты пра аграрыяў без дэмакратыі болтаў. Именно Так так, сапраўды именно было, так. пацвярджаю. Ну, это как раз у него давняя тема о том, что все, что там нужно, это диктатура технологий. Добра, які месседж з паслання можа пазычыць, узяць для сябе малы і сярэдні бізнес? Вот з буйнымі прадпрыемствамі все зразумела, ў прынцыпе, да? Не акцыянаваць іх, Кстати, не там прадаваць. прозвучала интересная А вось мысль. там было пра торбачнікаў. Не, там была очень интересная мысль. Речь была о том, что нормальный средний и бизнес, и малый в капиталистических экономиках, он же ведь не только занимается там, самозанятостью, да, ремонтом или чисткой торговлей ботинок, какой-то, да? Нет, действительно, они в большинстве случаев являются контрактерами и подрядчиками крупных предприятий. Но в наших условиях как раз это крайне опасная вещь, потому что эти предприятия по отношению к частным имеют очень порочную практику зачастую не платить или платить очень поздно. Это вот как раз тот самый случай, которым я обычно иллюстрирую логику от того, что очень сложно вырастить новую экономику рядом с тем, что гниет, понимаешь? Оно не просто гниет, и можно его оставить, пускай оно там само потиху умирает. Нет, оно своим трупным ядом отравляет и живое в том числе. И формально он прав, действительно, они должны выполнять заказы и услуги для крупных предприятий. Очень много бизнесов могло бы быть создано просто на выведением в аутсорсинг вещей, которые делаются крупными гигантами in-house, включая бухгалтерию, включая маркетинг, там, какие-то проектные работы и так далее, и так далее. Да? То есть они могли сами даже их выделить в отдельный бизнес, да, там, зарабатывая на консалтинге, продавая услуги на сторону и так далее. Но это в наших условиях крайне сложно сделать. Але для гэтага трэба нешта рабіць. Надо, чтобы эти предприятия обладали нормальной финансовой устойчивостью, платежной дисциплиной. А пока, к сожалению, нет. Добра, вось весь гэты эканамічны блок, ён важны, але все, калі шчыра, чакалі гэтае пасланне дзеля аднаго палітычнага рашэння. Менавіта было абвешчана, што будуць вызначаныя прыкладна тут, ну, хаця б парадак выбараў, калі не даты, і гэты парадак быў Александром Лукашэнкам вызначаны. Фіг з ім, што ў нас адны выбары прызначае прэзідэнт, а іншыя прызначае парламент, да, тым не менш сёлета пройдуць парламенцкія выбары, ну, хутчэй за ўсё, а ў наступным годзе прэзідэнцкі. Пры гэтым Лукашенко сказаў, што мы не чакаем ніякага зручнага моманту там для выбараў, для прэзідэнцкіх, ну, але ўсім жа ўсё роўна зразумела, што эканамічны складнік, эканамічнае становішча краіны, яно для выбараў мае вельмі вялікае значэнне. Чаму, сыходзячы вось з той эканомікі, якую апісаў Лукашенко, з тых прэтэнзій, якія, ў прынцыпе, ён да гэтай эканомікі прад'явіў, чаму ўсё ж такі выбары прызначаюцца не на гэты год, а на наступны год, калі, як мы казалі, ўсё можа быць насамрэч горш, чым у гэтым годзе? Я думаю, что можно предположить, что все-таки первоначальная идея была переиграна. Потому что назначение даты выборов парламентских на 7, ну, вблизи, там, выходной день. Магчыма, это будзе і 7-го, я уже нічого не Ну, выключаю. это же в было середине недели. 7-го, четверг. Да. Да. Ну, тады 10-го. Ну, например. Да? Потому что у нас же традиционно 7 ноября это день раздачи слонов. Да, у нас метро у нас же все делается, АЭС будет запущено. То есть, грубо говоря, это будет момент, когда можно будет сказать, что мы же вам столько всего сделали. Европейские игры провели, там новые станции открыли, значит... Ну, не сёлета, да, не сёлета, магчыма, ўсё ж таки. Ну, АЭС. АЭС сёлета. Вот. Станции не метро. Да. То есть, как бы много чего сделали, да. То есть, это будет момент, когда можно будет сказать о том, что и вот вам, значит, неблагодарные, голосуйте. Но понятно, что разменивать это на парламентские выборы как-то мелковато, да.
Вот. Я думаю, что все-таки, возможно, идея была сначала провести президентские, но, видимо, с пониманием того, что экономика стагнирует, ну, я не скажу, что там какая-то депрессия или что-то еще, нет, она действительно просто инерционный рост сейчас демонстрирует, довольно слабый, который не позволяет ни доходам расти, ни догонять наших соседей экономически. Вот. И казалось бы, нелогичным является отнесение на более другую дату президентскую, но здесь другая же мысль была сказана. Похоже, что принято решение форсировать принятие новой Конституции, сутью которой будет уменьшение ответственности президента за экономический блок и увеличение ответственности за экономику парламента и правительства. То есть в переводе на нормальный человеческий язык ему надоело как бы вот ездить и везде натыкаться. Знаешь, у нас же сейчас главный сюжет посещения президентом чего-то, да, президент куда-то поехал, отклонился от намеченного пути, увидел бесхозяйственность и приказал там, значит, ввести военное положение. Недзе я бачу паперку з патрабаваннем зрабіць больш все ж таки разнастайнымі гэтыя мерапрыемствы з удзелам кіраўніка краіны, Вот. але все ж таки Ну, правераная сценарий логика, пока такой, да? Проверенный сценарий. И получается, что есть единственное посещение, где он почувствовал себя расслабившимся, это было посещение ПВТ, потому что это все-таки истории, какой бы ни был, да, там за счет кого-то, и, ну, это другие вопросы. Но, тем не менее, впервые его не просили денег, понимаешь, а готовы были даже поделиться, ну, на образование. Вот. А все остальное, ну, ты представляешь, как это достает, да? Ты же 25 лет потратил, а все равно встречаешь бесхозяйственность. Все равно заходишь за буйки, а там за коровы, червоные стежки, понимаешь? да, там и, коровы. да, или там этот ролик, где отламывается там, какой-то бортик, значит, в коровнике. Вот. И поэтому, ну, как-то, понимаешь, заниматься экономикой для него уже ain't fun anymore, понимаешь? Хочется, чтобы... Пускай правительство. Ведь причем эти мысли, они же даже в начале очень четко выдавались. Правительство, сделайте мне успешно, чтобы эти убыточные предприятия стали успешными. Быстрее завершите мне модернизацию. Сделайте мне пенсии, да, повысьте. Сделайте мне зарплату. Как вы это будете делать, меня уже не интересует. Потому что я все сделал, теперь ваш как бы ход. И похоже, что вот эта логика даже не сколько политическая, да, смены Конституции, в том смысле, что ну, стандартное рассуждение политологов заключается в том, что это скорее, значит, новая Конституция подразумевалась для процесса транзита власти, потому что такого же следующего президента, гениального атланта, который сможет на своих плечах держать всю страну, не будет. Ну, в принципе, Лукашенко сказал, что и полномочия Конечно, такие именно так, человеку. именно так. Нельзя доверить, понимаешь? Такому гениальному, как он, можно, а следующий же будет явно слабее, ну, в его представлении. А и давать такие полномочия опасно. Доверить страну вот именно с такой суперпрезидентской властью. Поэтому нужно распределить ее. Ну, и вот как теперь мы понимаем, основное все-таки, как мне кажется, не сколько разговор о том, что это делается для следующего президента. Теперь очевидно мне, что это делается для нынешнего президента. Давайте он не будет отвечать за плохое. А ці можа такое тлумачэнне мець права на існаванне? Яно ўжо сустракаецца там-сям, што вось гэты год, яшчэ адзін год улады, то бок Лукашенко вырашыў вычарпаць свой гэты тэрмін. До конца. Анатоль Лебедзька збіваецца ў тым, які ён ужо ў парадку, здаецца, 5-й, да, да заканчэння і сысці. То бок у 19-м годзе ён бы пераабіраўся на яшчэ адзін тэрмін. Таму не прынцыпова было, колькі будзе гэтага 5-го тэрміну, да, калі за ім будзе 6-й. Вось. А калі ўжо 20-й год, да, то вось мы мяняем Канстытуцыю пад наступнага прэзідэнта, які атрымае краіну, але не паўнамоцтвы, да, і ў 20-м годзе такім чынам Лукашенко да шчэнту, да заканчэння, патраціўшы свой 5-й тэрмін, нарэшце сыходзіць, ну, не туды і не так, як сышоў Назарбаев, як ізноў жа сыходзіць з прэзідэнцтва не так, каб
працягваць заставацца прэзідэнтам, да, нешта такое прагучала сёння ў тлумачэнні таго, як зменіцца канстытуцыя. Ну да, но я думаю, что все-таки, да, Назарбаева опыт, он, конечно, произвел впечатление. И на Путина, очевидно, и на нашего президента. Вот. Но он скорее воспринимается как лукавство, да, то есть это все-таки не уход, это какая-то странная комбинация. Вот. Слухайте, а Путин и Медведев — это не дивная комбинация? Ну ты знаешь... Тут конкурс по дивных комбинациях. Нет, уже я скажу тебе следующее. Нет, вот как раз Беларусь таки... еще не удельничала. Нет, как раз таки с Медведевым я думаю, что нет. И даже если поначалу была такая задумка, то ближе к концу своего срока Медведев явно уже начал представлять себя президентом следующего срока. Появилась целая коалиция интересов, да, плюс Запад уже был, включая Обаму, заинтересован. Ну, все-таки Путин... свобода лучше, чем не свобода, и вся вот эта либеральная риторика, значит, человека юридического, а не чекистского, да, она как-то была ближе. Вот. И именно это заставило Путину совершить, помнишь, эту унизительную туркировку на съезде «Единой России» на стадионе в Олимпийском, когда Медведев сам предложил Путину, то есть это была месть за то, что он слишком на этом посту начал надувать грудь и все, расправлять плечи. Вот. И такова логика любой власти, когда ты становишься президентом, понимаешь? То же самое же ведь было и с Лукашенко. Мы же помним, что тройка ярких молодых политиков из парламента думали, что, значит, мы же будем управлять им. Но очень быстро стало понятно, что нет. Все-таки президент — это президент. Какие бы неформальные вещи бы ни были. Вот. И в этом смысле, то есть, эта версия... Все, зразумела, что не падабаецца не тая комбинация, для Путина Медведева уже, я не ведаю, уже ўзрост такі, что праз 4 гады вяртацца на наступны тэрмін, неяк... вообще, конечно, ощущение того, что президент ведет кампанию из серии «Как ему войти в учебники истории», да, ведь уже почти год он ничего не говорит о Беларуси будущего. Понимаешь? И, кстати говоря, у нас это вообще болезнь всех наших политиков. У нас все борются с прошлым. Да? Лукашенко рассказывает, как он, значит, спас страну, делал все то же самое, что вы хотели, только медленнее, потому что ему приходилось учитывать интересы всех там. Да, потому что вы худшие вы не вытермали. Да, именно так. Раз. Разумеем. Но и наши же оппозиционные политики, они же тоже справляются, борются с ошибками прошлого, да, там, с языком, с еще какими-то вещами. То есть, на самом-то деле, настоящая политика, она же ведь о том, чтобы создать привлекательный образ, как Навальный любит говорить, прекрасной России будущего. Да? Вот прекрасная Россия будущего будет вот так. А у нас, к сожалению, давно этого нет. У нас такой ретроспективный дискурс сейчас. Вот. С точки зрения Лукашенко это понятно. Еще раз, ему неинтересно думать о будущем. Для него будущее таит больше угроз. И причем угроз наследию того, что он сделал. И хотелось бы, конечно, подвести какую-то черту. Вот. Сябры, пришел час нам изноў перарвацца. Я думаю, что мы не будем зараз подводить черту. Да, рысачку, як сказал Сергей Чалы, пришел час рабіць гэта Александру Лукашенку. Мы все ж таки зробім чарговы перапынак і вернемся яшчэ на некалькі хвілінаў пасля выпуска навінаў, які вы пачуеце неўзабаве. Сергей Чалы у нашай студыі, незалежны эканамічны аналітык. Мы абмяркоўваем найперш эканамічны, але і палітычны блок паслання Александра Лукашэнкі. Заставайцеся, праз 4 хвіліны мы вяртаемся ў эфір.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Мечыслава Шведа, старшыню жырмунскага сельсавета, што прапаў пару дзён таму ў Воранаўскім раёне, знайшлі мёртвым. Нагадаю, што 16 красавіка пасля працы ён паехаў на службовым аўто ў вясковую краму, і больш яго ніхто не бачыў. Сёння цела знайшлі ля вёскі Бастуны, побач быў і службовы аўтамабіль. Крымінальная версія знікнення не разглядаецца, адзначаюць у прэс-службе міліцыі. У Астравецкім раёне, дзе будуецца АЭС, ледзь не згарэла вёска. Гэта адбылося ў вёсцы Шатэрнікі учора вечарам. Агонь паспеў знішчыць 15 гектараў, дом, 4 гаспадарчыя пабудовы ды сухую расліннасць, а заўважыла яго толькі жыхарка Літвы, якая якраз прыехала да маці. У вёсцы толькі некалькі жыхароў. Тушыць пажар не было каму, выклікалі леснікоў і працаўнікоў прадпрыемства Гервяты. Міліцыя паведамляе пра новае затрыманне ў Беларусі карупцыянераў. Сярод іх высокапастаўлены начальнік жыллёва-камунальнага ўпраўлення МАПІДу, які за 2 гады атрымаў хабар больш за $20,000, як падазрае міліцыя. Пры атрыманні хабару затрыманыя таксама старшыня праўлення Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства і дырэктар гродзенскай філіі Белка Абстраху. Скончылася пасланне Александра Лукашенко народу і парламенту. Хто паспрабуе знішчыць Беларусь, атрымае наймагутнейшы адказ, заявіў Александр Лукашенко. Ён таксама згадаў размову пра тое, што Беларусь можа некуды ўвайсці, і сказаў, што сёння гэта зрабіць амаль немагчыма. А цяпер пасля кароткага выпуска навінаў мы паслухаем эканаміста Сергея Чалага, які расказвае і адказвае на пытанні слухачоў, таксама вядучы Еўрарадыё. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё з незалежным аналітыкам Сергеем Чалам. Мы абмяркоўваем пасланне Александра Лукашэнкі, якое адбылося сёння, 19 красавіка, раніцай. Сергей, яшчэ раз прывітанне, ўжо трэці раз. Добра, мы скончылі на тым, што ніхто... Да, я бы хотел продлить мысль, на самом деле. Нема добрай будучыні, да? То бок і Лукашенко сам яе не бачыць, і таму ён весь час звяртаецца да мінулага. Ну, ты же видишь, что сейчас как бы ситуация такова, ну, в его представлении, что обложили, сволочи. Да? Ну, вот Россия. Ну, не только. Он же, когда про мир рассказывает, он же говорит о том, что проклятые торговые войны, да, там нам сложнее работать на внешних рынках. А лишь на самом деле это не гандлёвые войны, это просто такая вот конкуренция. Нет, ну на самом деле он имеет в виду, скорее всего, Трамп с Китаем и все вот это вот, да, там это действительно сказывается на объемах мировой торговли. В прошлом году она, по-моему, даже впервые за много лет упала, а не выросла. Вот. А про санкции, которые, конечно же, тоже никому не хороши, и тормозят экономику России, которая реально сейчас в рецессии, и поэтому внутренний рынок ее не растет. Это четко видно, кстати, даже по молоку. Именно поэтому ужесточается отношение российских всяких там фитосанитарных ведомств к нашей продукции. Душат по нефти. Потери каждый год по 300 миллионов наверх, да, там 360-380, там, разным счетом, в зависимости от цены на нефть, которая будет. Вот, это что же все как бы больно бьет, понимаешь? Свет робится все больше и больше несприятным так для вспомни, того вот старого основания, старого доброго. Вспомни же в интервью недавнее турецкому агентству. Андалу. Там, где мы живем в опасном месте, в центре Европы. То есть, с одной стороны, это и возможности, с другой стороны, это и опасности. Вот. И вот реально, причем, видишь, как бы выглядит так, что ну, все меньше есть тех успехов, с которыми себя хочется ассоциировать. Ну, у нас же традиционно как, что
как бы все хорошее у нас достигнуто благодаря мудрости и прозорливости президента. Это же он придумал ПВТ еще задолго до того, когда все эти программисты появились. Он же так им это объяснил. Вы еще в школе были, а я уже тогда это все выносил. Абсолютно да. верно, да. Вот. А провалы, конечно же, связаны с бесхозяйственностью, нарушением технологической дисциплины. Конечно. В местах не могут заработать ничего, Да. и по коров помыть. Правительство, там крышу залатать на Аршанском заводе инструментальном. И как бы так оно и получается. И еще раз говорю, вот это та самая ситуация, как я когда-то, сейчас называется «сам себя не похвалишь, никто не похвалит». У меня когда-то был прогноз, что Билл Гейтс уйдет с поста Майкрософта. А все говорили, как такое может быть? Это же ты что, он же там основатель, бессменный. Я говорю, ребята, просто потому, что ему дальше будет не фаново там находиться. Это было время, когда Microsoft душили антимонопольными расследованиями, да, там, і так далі. Умовно кажучи, і Гейсу, і Лукашенку, і, в принципі, іншим діловим людям круто бути Тогда, когда все растет, растущей, абсолютно. Да, развиваются корпорации, эти державы и так далее. То бок для Лукашенко, в принципе, у 2000-х годах было крутей за все. Конечно. Значит, 2010 2006 был, конечно, расцвет, вершина. Да, 6 год. 2010-е – это годы вымушенной борьбы за існаванне больш-менш паспяховае ў залежнасці ад знешняй кан'юнктуры і гэтак далей. А чым будуць 2020-е, чым былі б 2020-е, яму, в прынцыпе, думаць не вельмі-то и хочется. И ты знаешь, и, честно говоря, и никому, похоже, не хочется. И мне, честно говоря, даже не очень хочется, потому что чем больше я как бы думаю про будущее. 2020 год. Вот мне самому было весело, скажем, когда это был там 11-й год кризиса, да? Ну, да. Потому что с ним было все предельно понятно. Да, это был в принципе, здоровая экономика, которую постиг тяжелый приступ, но с которым, в общем, все понятно. Ясны причины. Что он скончится. Что делать, да. Даже было понятно, как бы сразу рецепты, просто мы затянули на полгода их исполнение. Да, и 12-й был в этом смысле очень успешен сразу после этого. Да, потом мы еще раз наступили на грабли 14-15 года. Потом внезапно выяснилось, что как бы мы получили, по сути, считай, потерянные десятилетия. Да, эти $500. Як были мэтой, так и застались мэтой. Понимаешь, да? Экономика, строго говоря, суммарно, ну, там, вырастет за эти 10 лет на 2, наверное, 3%. Ну, то есть это смешно. С учетом, конечно, падения и его компенсации. То есть мы реально получили потерянное десятилетие в этом смысле. И структурно экономика все слабеет, понимаешь? То есть если она после 6-го и так все больше жила на том, что до 6-го, точнее, ну, как бы она жила на том, что мы успешно добывали нефть в России, да, у России. Добывали в России. И тем самым как бы могли рассеивать эти доходы нефтегазовые по полям и тем самым поддерживать, скрывать неэффективность того, что где-то эти деньги просто были убыточные и тратились на понты. Ну, то есть вот на то, что у нас есть промышленные гиганты, которые, ну, не может, ну, вот я не знаю, вот простейшая вещь, да, МАЗ. Для того, что точка безубыточности его производства находится примерно вблизи 20-25 тысяч машин в год. У него нет такого рынка. Он не может содержать тот коллектив, который у него есть, и то есть условно постоянные издержки. Зарплата, аренда, там, коммунальные. Коли ему нема куды продать 25 тысяч автомобилей. Ему нема. Значит, треба нешта робіць. А на рынке России он продает 5. А іншого рынка, в принципе, ну, і там... есть яшчэ аўтобусы мы продаем у розные краины. Вот. Але не 20 тысяч автобусов. Нет у него этого рынка. С КАМАЗом вместе, вполне возможно, они бы как бы оба эту точку безубыточности бы проходили. И таких предприятий много. Да? И мы же всегда их строили с огромным запасом в расчете на то, что на внешних рынках мы отыграемся. Нам нужно продавать, как говорили, 60-70% на экспорт. А сейчас проблемы. Русский рынок в стагнации, и он вот теперь воспринимается как ситуация, значит, Россия считает, что мы отъедаем у них, поэтому с нами надо бороться. И мировые рынки не растут. И
в ситуации, когда вот эта нефтяная рента, вот этот способ как бы извлечения доходов нефтегазовых из России, который был основным способом функционирования нашей экономики, да, их становится все меньше, и маскировать внутренние неэффективности становится все сложнее. А ситуация на тех самых заводах, которые, в принципе, с ними давно надо было что-то делать, она постепенно ухудшается, убытки их растут. І дальше ты понимаешь, что... Ну і дададзім, што мадэрнізаваныя заводы чамусьці ўсё ніяк не хочуць выходзіць. Ну, з улікам крэдытаў, якія цяпер трэба выплачваць, не хочуць выходзіць. Даже когда он говорит о том, что деревообработка, сегодня говорил, что деревообработка, она вроде бы, вот сейчас скажи румус, да, там, так ведь ты же им там занимался, как там с деревообработкой. Но они же сейчас живут с колес, все их доходы идут на погашение долгов. Они, по сути, находятся во внешнем управлении в Банке развития. При своей этой небольшой рентабельности, которая есть. Потому что, опять же, бизнес-планы были составлены таким образом, что, значит, рынки были безбрежны. А оказалось, что нет. Или когда мы, например, строим цементные заводы, а потом удивляемся, почему цена упала в 2 раза. Это потому и упала в 2 раза, что увеличилось предложение на рынке. Понимаешь? И так регулярно. Ну, калі б будоўля павялічылася ў 2 разы паралельна з будаўніцтвам цэментных заводаў, так все было бы добра. Калі попыт вырос параллельно, а он не вырос. Послушай, но это же был ненормальный период, когда у нас инвестиции в основной капитал, да, там росли какими-то безумными темпами, потому что это были директивные инвестиции. То, что происходит сейчас, это возврат от излишества прошлых лет. Добрый час, коли было что инвестировать. Вот. То есть я к тому, что в будущем проблем будет больше, чем радостей. Проблемы, фактично, коли подсумовывать, проблемы не вырашаются. Мы гэтые проблемы тягнем за собой. Я же давно... И, в принципе, сам по себе Александр Лукашенко все чекает. Послушай, я же давно говорил о том, что когда то, что у нас выдавали за уникальную белорусскую экономическую модель, вот третий путь, да, там, капитализм с социалистическим лицом или там социализм с капиталистическим, никто точно не знает, определить не может, да, но вот некий уникальный путь. Вот мы идем не как на Западе, не было шоковой терапии рыночных реформ, не было олигархического капитала, приватизации России, да, значит, нет кланов, как в Украине, вот. Но на самом-то деле наш путь не был решением проблем. Он был сознательным отказом от решения этих проблем. Потому что все эти вопросы, которые сейчас перед нами стоят, вопрос о приватизации крупных промышленных предприятий, которые сегодня Анна Конопадская задавала, это же вопрос 90-х годов. Да. Вопросы, как должна работать пенсионная система или система социальной защиты. Ну, это вопрос 90-х годов. Питание функционирования биржи. Это все вопросы 90-х годов. То есть, по сути, наш уникальный путь был, это как бы вот пролететь над бездной, да, значит, не отвечая на вопросы. Мы их откладывали. Ну вот, наконец, они нас догнали. Или, на жаль, коли ты летишь над бездной, бездна летит над тобой, коли перефразировать фразу. Есть такой американский мем, трик Вилли Койоти. Есть такой персонаж, который в мультике, значит, бежит, значит, пробегает обрыв и некоторое время ногами болтает, пока не сообразил, что под ним ничего нет. А когда понял, тогда и упал. Вот это персонаж Вилли Койот. Вот. И, соответственно, вот мы сейчас, похоже, в этой ситуации оказались. Добрый, вельмі цікавай аналогіяй мы сканчаем гэты эфір. Да, сапраўды, цалкам магчыма, што Беларусь гэта такая краіна, якая бяжыць над пропасцю, над безднай, боўтае нагамі ў паветры, але яшчэ не упала дзякуючы спецэфектам нейкім, да, якія накладаюцца на гэтую сумную рэчаіснасць. Незалежны аналітык Сергей Чалы быў у студыі Еўрарадыё. Дзякуй табе, Сергей. Спасибо за приглашение. Прыйшоў. Дзякуй за думкі і за тлумачэнні. Мы абмяркоўвалі пасланне Александра Лукашэнкі, якое прагучала 19 красавіка раніцай. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё. Всего доброго.